В Аскизе 22 июня в 10 часов начнется конференция Сеока-Кыргыз хакасского народа. В кыргызские фамилии входят такие-то фамилии, сейчас вот перечисляю. Айошины, Аршановы, Рыштаевы, Аткнины, Барашевы, Бажендаевы, Идегечевы, Инкижековы, Килижековы, Кабыжаковы, Котниковы, Кожинаевы, Марьясовы, Нонахтаевы, Сарлины, Созаевы, Тайдановы, Тайшины, Чубыновы, Чертыковы, Шоевы, Картины, Киштеевы. Где вы взяли информацию по фамилиям, что они принадлежат к кыргызскому народу? Я взял из книги хакасские фамилии Виктора Яковлевича Бутанаева. Там, ну это другая книга. Всего у хакасов, оказывается, 1500 фамилий. Из них кыргызских он в 60-х, 70-х годах вот нашел 46 фамилий. Но ему рассказали аксакалы. Вот мне, допустим, вот сейчас 66 лет. В 66-м году он собирал, люди родились еще до революции. Они вот все знали вот эти наши древние понятия. И его большая заслуга, что Виктор Яковлевич, что он записал, ну, в основном из него книжек я черпаю вот эту информацию. Ему честь, хвала и слава за это. Ну, в общем, я договорился с управлением культуры Аскизского района, что 22 июня в 10 утра там начнется конференция Сеока-Кыргыз. Вот на нее пригласили мы в качестве гостей министра Пабызакова, замдиректора Минусинского музея, вот где находится кыргызский камень с Нини, вот от Уйбата недалеко. Пригласили, ну вот замминистра сегодня пригласил Киштееву Ларису Юрьевну, она тоже кыргызка. Ну и вообще кыргызы много чего сделали для Хакасии. Хотя бы даже то, что Картина, скульптор ленинградский, вот подарила свою коллекцию, очень дорогую. Но Хакасия, хотя могла, у нее родственники были, родственникам оставить, подарила Хакасскому музею вот свою богатейшую коллекцию. Это вот чисто кыргызский поступок. Но чувствуется, что она за родину переживает. Так что приглашаем вот эти фамилии, которые я перечислил, и к тому же приглашаем всех хакасов, которые, ну, переживают за свою родину и которые что-то хотят сделать для Хакасии. В принципе, мы хотим создать общественную организацию несейских кыргызов и проводить такие культурные мероприятия. Допустим, вот сейчас договорились с Абрек Васильевичем, что школу искусств в Аскизе назвать именем нашего классика изобразительного искусства Владимира Александровича Тодыкова. Тодыков, он не кыргыз, он кайбал, но мы хотим не только вот заниматься кыргызскими вот фамилиями, мы хотим для всего хакасского народа, какого бы он племени не был там, ну, делать такие полезные мероприятия. Допустим, вот есть мысль такая, мемориальную доску установить в деревне Араки, где родился Василий Архипович Угужаков. Эта деревня, хакасская деревня, оказалась сейчас в Шарыповском районе. А наш великий государственный деятель советского периода родился, получается, за границами Хакасии. Но увековечивать наших надо, в первую очередь, еще я считаю, надо увековечить память Степана Дмитриевича Майнагашева, который 102 года назад в кыргызском селе, кстати, хотя он сам с Аскизского района, Сагаец, но вот первый съезд хакасского народа провел именно в Уйбате, в Чуркове. Чем это объяснить, я вот не могу точно узнать. Но, видимо, кыргызы уйбатские каким-то пользовались авторитетом. Одни говорят, что вот они 10 дней кормили этот съезд, но это не самое главное, но что
он мог бы его провести в эскизе, а почему-то в Ибате провели. Ну, и вот я приглашаю на эту конференцию вот эти перечисленные фамилии, в первую очередь, но и любого хакасского деятеля, который хочет что-то сделать для родной земли. Потому что с древности, от VI века, когда на Енисее Среднем образовался кыргызский каганат, первый, вот в течение 1500 лет кыргызы, ну, правили, можно сказать, этой землей, племена здесь были. Ну, племен же много было, а государственно образующее, ну, или вот сиоком, или родом, вот был кыргызский род. Знаете, у меня, я извиняюсь, у меня вопрос такой. Скажите, будет какое-нибудь выступление, поясняющее, что такое род кыргыз, история кыргызов? Не, ну вот это Кавриса мы пригласили Тарбастаева, историка нашего, этнографа с ХГУ. Он сделает доклад. Виктор Яковлевич, может, приедет, его попросим. Потому что вот мы, кыргызы, честно говоря, сами про себя мало что знаем. Поэтому вот хотелось бы нам вот первый раз собраться за последние 300 лет. Вот после присоединения к России, мне кажется, кыргызский род не собирался. Вот я таких сведений не имею. Кстати, вот эту мою идею кыргызской конференции поддержала хорошо это ректор университета Краснова. Честно говоря, меня это сильно поразило. Я вот зашел к ней, когда, ну, на прием. Вообще, я ее не знал, она меня не знала, тем более. И когда мы с ней час просидели, поговорили, но нескромно буду сказать, но скажу, она меня назвала ученым и общественным деятелем. Я поразился, что вот так русский ректор так меня назвал. Ну и примерно какое время, то есть с какого часа до какого времени там будет? Я думаю, так вот конференция? примерно пока вот мы сейчас собираемся, сегодня-завтра, оргкомитет. Но в 10 начало будет в Аскизском РДК. Но там несколько номеров силами Аскизского района музыкальных или песенных должны сделать, сыграть. Среди кыргызов тоже есть эти мастера искусные. Сергей Трофимович Черков может сыграть на читкане. Та же Зинаида Аршанова, кыргызка, могла бы спеть. Тот же Инкижеков, директор филармонии, мог бы что-то нам музыкальное. Ну, кыргызский сиок, он в истории Хакасии играл большую роль, мне кажется, в древности. Но вот надо просто нам возродить эту 1500-летнюю традицию, которая идет от VI века, когда на Среднем Енисее образовался кыргызский каганат, первый. Но вот в таком плане. Но вот после обеда планируем, ну, там выйти на природу, там на острова в Аскизе. И там что-то трапезу устроить совместно, чтобы люди пообщались между собой и познакомились. С собой пищу надо брать, одежду какую-то? Ну, одежду каждый смотрит. Но вот насчет транспорта, вот сейчас я решаю вопрос. Может, какой-то автобус еще организовать? Не у всех, может, машины есть. Вот сейчас этот вопрос прорабатываю. Но это мероприятие, в принципе, на весь день. Там выступит еще Нелогов, такой русский ученый, можно сказать. Он хочет доклад делать по кыргызским фамилиям, там родословным. Я с ним разговаривал, он это приедет на конференцию. Давайте еще раз уточним, когда это будет на завершение? Это будет 22 июня, вот уже скоро. Сегодня вот 5 июня, уже через 2 недели. Начало в 10 часов утра. В 10 утра в Аскизском РДК. Абрек Васильевич Шалтыгмашев сказал выступить с приветственным словом перед кыргызским сиоком. Я считаю, Аскиз вообще национальная столица Хакасии. И вот хорошо, что Абрек Васильевич
принял нас там на своей, как говорится, аскизской земле, дал добро на проведение кыргызской конференции.